Накануне бывшего президента Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении так называемого вора в законе Азиза Батукаева. Наряду с назначением срока заключения суд конфисковал имущество бывшего главы государства и лишил госнаград. Кроме того, конфискации подлежат ценные бумаги, акции, средства на расчетных и иных счетах, а также содержание банковских ячеек. Атамбаева Алмазбека Шаршеновича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 43, частью 2 статьи 319 Уголовного кодекса Кыргызской Республики в редакции закона от 2 февраля 2017 года и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет 2 месяца с лишением государственных наград. За последние годы в Кыргызстане государство изъяло имущество десятки политиков. Множество земельных участков, домов, автомобилей бывших чиновников перешли на баланс государства. С 2015 года по июнь нынешнего года были конфискованы 125 объектов, в том числе 50 объектов недвижимости, 20 земельных участков, 32 автотранспорта и 6 компаний. Самое много в 2015 году были конфискованы имущество Кадырджана Батырова. На втором месте 27 объектов, принадлежащих бывшему мэру Бишкека Нариману Тюлееву. Третье место 6 объектов Елисеева. Остальные 54 принадлежали Максиму Бакиеву, Данияру Усенову, Каныбеку Джуроеву, Сергею Ким и другим. На данный момент все объекты находятся на балансе государства и приносят прибыль. Но что делает государство с конфискованным имуществом? Процедура же такова. Суд, принявший решение о конфискации имущества, направляет судебному приставу-исполнителю по месту нахождения имущества исполнительный лист, копии описи имущества и копию приговора для исполнения, о чем извещает соответствующий финансовый орган. Судебные исполнители совместно с госпредприятием «Мюльк» направляют в ГРС и регистрируют объекты на имя государства. Если гражданин Кыргызской республики по решению суда был осужден и его имущество было конфисковано, то, начиная с того дня, по закону ГП «Мюльк» совместно с судебными приставами готовит опись имущества. И только после регистрации все объекты переходят на баланс государства. В начале прошлого года в силу вступили 5 новых кодексов о нарушениях, проступках: уголовно-исполнительный, уголовно-процессуальный, уголовный. Согласно последнему, конфискация больше не является видом наказания. Авторы кодекса перевели ее в меры безопасности или иные принудительные меры уголовно-правового воздействия. Это расширило возможности судей, ведь применять такие меры теперь можно независимо от привлечения лица к уголовной ответственности, либо освобождения его от уголовной ответственности или наказания. В качестве примера возьмем человека, который нажился на совершенных преступлениях. Представим, что в какой-то момент у него диагностировали психическое заболевание. Преступника отправят на лечение, освободив от уголовной ответственности. Однако факт остается фактом. Он нажил это имущество неправедно, а значит, оно подлежит конфискации. До 1 января 2019 года конфискация имущества относилась к виду наказания наряду со штрафом или с лишением свободы. Ее могли назначить только за тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные из корыстных побуждений. Среди деяний, за которые суд имел право назначить конфискацию, значились убийство, торговля людьми, кража, скотокрадство, мошенничество, грабеж, разбой, вымогательство, отмывание преступных доходов, контрабанда и многие другие. Азамат Кенжешев, Халыбек Абдумамутов, Нью ТВ.